Обширная историко-документальная выставка «Мы шли на смерть, чтобы жить» открылась в музейно-выставочном центре Тамбовской области 30 сентября, в День Победы и Независимости. В композиции были представлены фотоснимки, охватывающие не только период Отечественной войны народа Абхазии, но и 2008 год, когда независимость нашей страны была признана Российской Федерацией. Абхазская делегация от Государственного музея боевой славы отправилась в Тамбов, чтобы поприсутствовать на закрытии выставки и встретиться с российскими коллегами. Прежде всего, я хочу поблагодарить с тамбовской стороны людей, которые организовали эту выставку и вообще проявили интерес к нам, к нашей беде, к нашей войне. Все материалы собирали мы совместно выставляли выставку там, собирали мы и отправили в Тамбов. И они ее распечатали, оформили и провели эту выставку. Она шла ровно 30 дней, то есть открылась выставка 30 сентября, что символично они открывали ее в День Победы. И шла она до 30 октября. И мы, естественно, с нашей делегацией ездили ее закрывать. Как рассказал Артур Лакрба, делегацию из Абхазии в Тамбове встречали очень тепло и радушно. Взаимодействие с коллегами прошло продуктивно и успешно. Он отдельно подчеркнул, что директор Тамбовского областного краеведческого музея Андрей Челикин присутствовал на праздновании Дня Победы в Отечественной войне народа Абхазии в Сухуме и вместе с коллегами был рад принимать делегацию из республики. Первый заместитель гендиректора корпорации развития Тамбовской области Безукладова Ирина Юрьевна, также директор областного краеведческого музея Челикин Андрей Игоревич. Это люди, которые проявили интерес, изъявили желание и совместно с нами провели выставку в Тамбовской области, где они познакомили граждан Тамбова и Тамбовской области с конфликтом 92-93 года в Абхазии. Делегация из Абхазии не только посетила закрытие выставки, но и привезла тамбовчанам фильм, посвященный Отечественной войне народа Абхазии «Откровение» авторства Тенгиза Джопуа. Фильм стал победителем конкурса сценариев Минкульта Республики. По словам Артура Лакрба, тамбовчане с интересом отреагировали и на выставку, и на фильм. Многие граждане Тамбова, пришедшие на выставку, зашедшие туда, кстати, были такие, которые просто случайно зашли, да, и многие граждане даже не знали о том, что этот конфликт существовал, что Абхазия с Грузией, у нас было вооруженное противостояние, не говоря уже о причинах и обо всем, обо многом другом. И побывав на выставке, они не ушли равнодушными, потому что после просмотра фильма, который мы туда повезли, то он вызвал как раз эмоции у зала в Тамбове. И после фильма, после просмотра фильма, и были вопросы со стороны посетителей, которые даже и не понимали, а что, говорит, Грузия от вас хотела. И пришлось объяснять, рассказывать, отвечать на эти вопросы, начиная с зародыша конфликта. На закрытии выставки присутствовали не только сотрудники Тамбовского краеведческого музея и делегация из Абхазии, но и представители местных тамбовских властей, в том числе министр культуры Тамбовской области Юрий Голубев, представитель администрации города и городской думы. Нас встретили с хлебом, с солью, нас представили, дали нам слово, мы тоже рассказали более развернуто, подробно, но постарались, конечно, учитывая время, как можно было подробнее раскрыли темы выставок, то есть периоды нашей войны 92-93 года. В Тамбове обучается большое количество студентов из Абхазии, которые также присутствовали на церемонии закрытия выставки. Наши студенты себя чувствуют там очень хорошо, к ним относятся как к родным, с большой любовью, с большой бережностью, как за малыми детьми смотрят. Сами студенты, мы с ними встречались, наши ребята себя чувствуют хорошо, они уже освоились, у них уже там появились друзья свои. Ребята выступили тоже на презентации, рассказали о
о себе, о своих трудностях, о своих радостях, о своей любви к Тамбовской области и к Тамбову вообще как таковому. И встреча прошла очень хорошо. И с нашими студентами, и мы за закрытие выставки. Как рассказал Артур Лакрба, в дальнейшем планируется принять Тамбовскую выставку, посвященную Великой Отечественной войне, в стенах Музея боевой славы в Сухуме. Рада Чачава, Заур Кварчия, Абхазское телевидение.